Команды приглашаются на приветствие. Матч финального этапа фестиваля ночной хоккейной лиги 7-го сезона в городе Сочи между командами Ростхимик, Нижегородская область, и командой Гризли-1, Новосибирская область, объявляется открытым. Матч судят главные судьи Владимир Ушаков и Сергей Козыра, судьи ночной хоккейной лиги. И снова здравствуйте, уважаемые телехоккея. Приветствуем вас на дивизионе Амазонки, где заключительный игровой день. И сейчас встречаются команды Ростхимик Нижний Новгород и команда Гризли-1 из Новосибирска. Вместе с вами за ходом этой увлекательнейшей встречи будем наблюдать мы, комментаторы Владимир Животников и Татьяна Карпова. Ну что ж, Татьяна, поприветствуем болельщиков хоккея. Да, здравствуйте, уважаемые любители хоккея. И разрешите начать с представления команд. Итак, команда Гризли-1, Новосибирская область. Вратарский тандем Логинская Диана, 19 номер, и Шамовская Дарья, 44-й, она же основной вратарь, который сейчас находится на поле. Полевые игроки: Веретенникова Алина, 2, 2 номер, Стрельникова Александра, 8, Кочнева Ольга, 10, Радина Раиса, 11, Губина Наталья, 13, Терещенко Ирина, 14, Стус Наталья, 16, Стоянова Татьяна, 17, Шмелева Елизавета, 25, Трунова Наталья, 33, Пресс Екатерина, 39-й, Мещанинова Ксения, 42-й, Тарабарина Анна, 55-й, Кочурина Марина, 68-й, Алексеева Марина, 69-й, Южакова Анастасия, 88-й, она же капитан команды, и Лаверина Юлия, 91-й номер, тренер команды Фокин Роман Владимирович. Да, ну, соответственно, команда Ростхимик, они в синей форме, такого голубоватого оттенка, чем-то даже похоже на старый комплект формы команды «Динамо» Санкт-Петербург в женской хоккейной лиге. Ну и состав команды Ростхимик. 33-й номер Валентина Стравлянчик. Сразу скажем о том, что она сегодня с первых минут в воротах. 35-й Алия Фатыхова в запасе. Полигроки 3-й номер Кристина Мамонова. 5-й номер капитан команды Лариса Теплыгина. 7-й Екатерина Брага. 11-й номер Ольга Шагина. 12-й Анастасия Сузакова. 13-й номер Елена Соболева. 15-й Алена Нурмухаметова. 17-й номер Ксения Ламейко. 23-й Екатерина Лукненчук. 25-й Елизавета Дюндина. 26-й Ульяна Мюллер. 29-й Екатерина Спасенко. 66-й Ольга Петухова. Сейчас опасный момент, и шайба в воротах. Шайба в воротах, да, действительно. Все время прессинговала, пока Владимир представлял состав команды. А команда в это время открывает счет в этой встрече. Ростхимик выходит вперед 1-0. Да, ну и кто же все-таки забросил эту шайбу? Сейчас я пытаюсь разглядеть номер 11-й Ольга Шагина, если удалось правильно разглядеть. Да, очень тяжело нам с Владимиром распознавать номера, потому что цветовая гамма формы девчонок таким образом устроена, что затрудняется нам обзор с наших комментаторских позиций. Ну и да, все-таки 11 номер, скорее всего, да, Ну, Шагина сейчас Ольга. дождемся все-таки объявления судьи-информатора. Я все-таки закончу состав команды Ростхимик. Никак не позволяет этого Ростхимик сделать. 71 номер Алина Храмова. Ларисы Теплыгиной, номер 5.
Шайбу забросила Ольга Шагина. Ольга Шагина, все верно, с передачи капитана команды Ларисы Теплыгиной. 94 номер Светлана Михалева, 98-й Злата Слепынина. Тренер команды Роман Вадимович Кузьмин. Ну и позвольте сейчас напомнить о турнирном положении и вообще о раскладе в дивизионе амазонок. У них проходит только круговой турнир, здесь группа. И по состоянию на текущий день, то есть после 4 матчей, команда Ростхимик занимает 2-е место в группе, потерпев только одно поражение от команды Град-1, которая в свою очередь идет без поражений. Ну а команда Гризли-1 занимает 4-е место, у них 2 поражения, 1 ничья и 1 победа. Да, ну в общем и целом нужно напомнить, конечно, то, что сегодня состоится одна из важнейших встреч нашего фестиваля в 19:00. Также на арене «Айсберг», к сожалению, трансляции этого матча не будет, но тем не менее сразятся команды «Град» из Москвы и «Гроза». «Град» сейчас главный фаворит, на первом месте идет, пока еще ни в одном из матчей не проиграла эта команда. Ну и тот же самый Ростхимикс выиграл со счетом 3-0. Я считаю, Владимир, что Ростхимик, конечно, имеет здесь преимущество. Они, можно сказать, фавориты этой встречи. И по первым нескольким сменам можно было судить, так как они полностью закрыли Гризли-1 в своей зоне. Это привело к забитой шайбе к первой. Но сейчас немножечко, может быть, отлегло. Они как-то выполнили основную установку тренера, выйти вперед и как-то более спокойно сейчас на площадке. Даже немножко в зоне Ростхимика произошла сейчас борьба, но тем не менее снова все переместилось к воротам Шамовской Дарьи. Да, выходит сейчас шайба из зоны, немножко упустила Алена Нурмухаметова. Ну, знаешь, Татьяна, я немножко не соглашусь. Мне кажется, уже самую важную победу на турнире команда Ростхимик держала в матче с командой «Гроза» из Санкт-Петербурга. Конечно, все ждали то, что, наверное, судьба золотых медалей снова определится в споре между «Градом» и «Грозой». Ну вот, пожалуйста, 2-1 вчера команда Ростхимик сумела победить. И, конечно, Кристина Мамонова, лучший снайпер, бомбардир команды сейчас, по-моему, во всем дивизионе. Да, это она так. лидирует. Вот сейчас перекусила, скажем так, лидерство. Вот, опять же, очень хороший состав подобрал свою команду Ростхимик. Может быть, чуть-чуть попозже я еще расскажу поподробнее. Но, опять же, фамилии очень знакомые всем любителям женского хоккея, всем, кто следит за миром женского хоккея в России. Да, Владимир, очень вообще прекрасно мне, как женщине, наблюдать и комментировать этот женский матч. Это своеобразное такое зрелище, эти прекрасные косички, волосы, которые видны из-под шлемов. Просто очень мило на это все смотреть. Хотя удалось мне сейчас, когда я ходила за заявками в раздевалке команды, побывать там. Настрой там самый серьезнейший. Не в каждой мужской раздевалке услышишь такую музыку, такие песни, такие наставления от тренера. Ну что ж, девчонки у нас действительно боевые. Тоже, конечно, есть чем сравнивать. И в женской кинолиге примерно так же. В раздевалках тоже подход серьезный, конечно. Здесь мальчишкам даже фору дадут и в некоторых аспектах. Опять же, команды женской кинолиги проводят же матчи. Те же самые сборные, пусть с командами там юношей, которые помоложе, там, допустим, на 3-4 года. Но, тем не менее, побеждают же. Да, действительно, ну и мы о турнирном раскладе сказали, о том, что это групповой этап, здесь нет игр плей-офф, победитель будет определяться максимально набранными очками на групповом этапе, но, как уже сказал Владимир, сейчас пока в лидерах команда Град-1 и Ростхимик на 2-м месте, и от этого матча, и от следующего будет уже окончательная расстановка ясна, кто же займет 1-е, соответственно, 2-е и 3-е место в этих группах. Вот сильнейшие команды как раз остались, как говорится, на закусочку их оставили, и сейчас мы за одним из этих матчей наблюдаем. Да, ну, конечно, Град устроит и ничья в сегодняшнем матче, но я уверен, зная эту команду, все-таки они и на прошлом фестивале обошлись без поражений. Вообще, ну, привычная картина, когда Град, Гроза и Гризли, даже такие, знаешь, созвучные названия, такие три таких, не знаю, кита, на которых, в общем, Лига женского хоккея, 3 главных лидера, фаворита. Ну, вот сейчас Гризли оказывается вот на этом фестивале. Ростхимик перекусил, действительно победил до этого команду. Да. Гроза. Да, согласна, Владимир, в эту грозную тройку на букву «Г» ворвался Ростхимик. И сейчас прекрасно. А сейчас был наброс, опасно около ворот Гризли-1. Очень активно ведут себя хоккеистки Ростхимика. Все время в зоне атаки они.
Очень много у них моментов они создают. Кстати, по-моему, Гризли еще ни одного опасного момента не создали у Ну да, ворот Ростхимика. было мало совершенно, может быть, там как-то немножко потревожили, а Валентин Островальчик, просто бросив шайбу в ее зону, там, заставив, может быть, чуть выйти из ворот. А так сейчас, да, пришлось вступить в игру Дарьи Шамовской. Что интересно, у Дианы Логинской на этом фестивале статистика все-таки получше, хотя, опять же, Шамовская в большинстве матчей выходила в основе. В общем-то, и Островлянчик является основным голкипером на этом фестивале у команды Ростхимик. Да, видимо, и у одной, и у второй команды вратари примерно равные по силе, так как до последнего нам был неизвестен основной вратарь у Ростхимика, то есть все зависело от там, первоначальной установки, задумки тренера, кого он решит выпустить. Ну и мы смотрим, что у Гризли-1 такая же ситуация. Оба вратаря по 2 матча отыграли, у обоих хорошая статистика. Ну, здесь распределяет роли равномерно, видимо, тренеры дают всем девчонкам вступать в игру. Да, пока Ростхимик действительно не пускает свою зону вообще, даже перейти через половину площадки. Может быть, надо искать счастье вот, именно на вбрасываниях как-то в команде Гризли. Ну и я хочу, не знаю, Вов, я первый раз комментирую женский хоккей, как вообще первый раз я комментирую на этом фестивале. Для меня это прекрасный, замечательный опыт. Я не знаю, как с удалениями в женском хоккее. Пока чистая игра, у нас половина первого периода позади. И вроде девчонки так очень корректно друг к другу относятся. Ну, с удовольствием отвечу на этот вопрос, потому как часто доводилось комментировать женский хоккей, особенно матчи хоккейной команды «Торнадо» в женской хоккейной лиге в Дмитрове. Так вот, действительно, ударений не сказать, чтобы много, но, с другой стороны, на фестивале почему-то самое частое нарушение правил – это нарушение численного состава. Вот почему-то за этим компонентом игры не успевают уследить, что ли, не знаю, наставники или сами игроки немножко спешат. И поэтому действительно фиксируется. Хотя, кстати, сегодняшняя бригада судейская Дмитрия Аникина и Дениса Белякова сегодня достаточно лояльная. То есть они комментировали они обслуживали прошлые матчи, и ударений практически не было. Поэтому я где-то даже уверен, может быть, и вообще без ударений сегодня обойдутся команды. Ну, будем на это надеяться. Все-таки это девочки, и им присуще. Ну, хотя хоккей, конечно, это мужской вид спорта, но ведь эти отважные девчонки, которые все-таки решили себя ему посвятить, есть в них, конечно, мужество, я им очень в этом завидую. Ну и сейчас, смотрите, попыталась, ну, одна всего представительница команды Гризли заехала в зону, никто ее порыв не поддержал, и снова в зону атаки перемещается Ростхимик, снова они напрягают защитников. Снова-то. А сейчас, посмотрите, у борта даже какое-то столкновение, мне кажется, произошло. Да, поднимается хоккеистка Ростхимика, немножко прижимает она руку к корпусу. Нет, остается в игре, не едет на смену. И в атаке Ростхимик. Да, ну еще я бы заметил, сейчас хороший бросок по воротам от 25-го номера Елизаветы Дюндиной. Да, я бы еще заметил то, что, может быть, вот опять же, ну не знаю, хрупкие, не хрупкие, но вот каждое столкновение, в общем-то, в женском хоккее очень чревато получением травмы. Был в самом первом матче у команды «Град», повреждения получила Ольга Пермякова, и хорошо, что сумела вернуться действительно в игру, хотя сначала долго не могла подняться, но вот все-таки все обошлось. Лучший, кстати, бомбардир прошлого фестиваля за счет именно действий Пермяковой. Команда «Град» сумела подать победу. И сейчас был опасный эпизод около ворот Шамовской Дарьи. Она вступила в игру, на убойной позиции была нападающая команды Ростхимик, но смогла сейчас выручить свою команду Дарья. Уже не первый раз ей приходится это делать в этом матче. Ну и снова Ростхимик в атаке. Разыгрывают они позиционную атаку, наброс, и вратарь снова в игре фиксирует шайбу. Да, бросок исполнил Лариса Теплыгиной, один из самых опытных хоккеистов в составе Ростхимика. Напоминаю, здесь на нашем фестивале в дивизионе Амазонки позволительно, если игроки с профессиональным опытом таковых, ну не то что большинство, но опять же достаточно много. И как раз таки Лариса Теплыгина выступала за сборную России, за команду «Скиф» очень долгое время. Здесь, кстати, из «Скифа» достаточно много хоккеисток. Это та же вратарь Валентина Островлянчик, также неоднократно побеждала в чемпионатах России, заканчивала карьеру уже в составе «Торнадо» Московской области. Также в «Скифе» играла Злата Слепынина, та же самая Кристина Мамонова. Так что и можно потом попозже, может быть, вспомнить о других клубах, которые представлены в женской хоккейной лиге, которые, в общем-то, есть игроки оттуда.
в составе команды Ростхимик. Ну и вот сейчас в этом эпизоде попытались что-то создать Гризли у ворот островлянчик Валентины, но это не особо им удалось. Ростхимик перехватывает шайбу, быстро ее доставляет в чужую зону, и опять здесь борьба, и зажимает шайбу шамовская Дарья. Да. Прессингует, конечно, Ростхимик. По-моему, продышаться они Гризли-1-2 совершенно не дают в этом матче. Да, быстрый гол, конечно, Ольги Шагиной сделал свое дело. Может быть, сейчас и Ростхимик контролирует свое преимущество. Немножко наседает, но, с другой стороны, особо не беспокоится. Спокойно играет команда, особо не рискуя. Ну и что мы видим сейчас? Да, зона была хорошо, все в пределах правил. Судья не фиксирует офсайд. Мы слышим поддержку, но только непонятно, конечно, чьи это болельщики, потому что они спокойно ведут себя, не выкрикивают название никакой команды. Конечно, они немногочисленные, но все же есть группа поддержки у девчонок. И что, прямо здесь попыталась перехватить, прямо на пятаке нападающая Ростхимика. Отвоевала все-таки она шайбу. Нет, все в среднюю зону, и сейчас может неплохой выход получиться у Гризли. Да, Наталья Трунова была шайба, один из самых техничных игроков команды Гризли-1. Уже не первый год выступает за эту команду. И действительно один из лидеров, может быть, на равных так, с Натальей Стус, а также с Ксенией Мещаниновой. Одни из главных лидеров атаки. Да, но развить эту атаку у нее не получилось, потому что никто там не приехал ей на помощь. Она просто наброс сделала и поехала меняться на скамейку. Вбрасывание в средней зоне. Ты знаешь, Татьяна, учитывая, не знаю, с каким все-таки задором готовятся команды к этому турниру, опять же, и находятся на нашем фестивале, я бы не удивился, если бы болельщики других команд, или, не знаю, представители других команд сейчас бы присутствовали на этом матче, просто вот так подъехали, интереса ради, поболели бы за девчонок. Я полностью согласна с тобой, Владимир, тем более сейчас во всех дивизионах в основном остались по 4 команды, которые еще разыгрывают самые высокие места, то есть это финалы и матчи за 3-е место, предстоят все остальные команды, которые уже особо не претендуют на какие-то высокие позиции турнирной таблицы, запросто могли быть сегодня здесь и поддерживать девчонок. Но я знаю, что на территории комплекса, где размещаются команды, конечно, когда девочки-хоккеистки идут, и их все приветствуют, и все провожают их восхищенными взглядами, особенно так как здесь сейчас очень многочисленно представлены мужчины-хоккеисты. Вот. Ну а здесь почему-то с поддержкой слабовато сегодня на этом матче. Хотелось бы побольше видеть мужчин на трибунах. Не знаю, по меркам нашего фестиваля, те, может быть, 20 человек, которые сейчас на трибунах, это вполне достойно. Иной раз бывает и меньше, хотя, конечно, не сравнить, допустим, с теми же группами поддержки, как у той же команды Рекорд из города Александров Владимирской области. И это уж красная банда зажгла на нашем фестивале, будь здоров. Да, только, конечно, о Рекорде я тоже хотела сказать, потому что мне пришлось поработать на скамейке, у скамейки запасных на матче Рекорда. И, конечно, было мне очень тяжело там работать, потому что группа поддержки заглушает абсолютно все, ты не слышишь себя, ты не слышишь режиссера трансляции, комментаторов, и сложновато, потому что трибуны расположены прямо за скамейками игроков, трибуны, на которых расположены болельщики, ну и громогласно. Кстати, за Вымпелатом сегодня тоже неплохо болели, такие басистые мужские голоса, прямо замечательно тоже было. Да, команда из Нововоронежа тоже, конечно, преподнесла сенсацию, вот так забравшись высоко, может быть, соперники были сложные. Да, ну я касательно посещаемости женского хоккея все-таки напомню, что в женской хоккейной лиге и на Торнадо, и на команду Агидель достаточно много болельщиков приходит, ну там, не знаю, порядка 700 человек на какой-нибудь топовый матч между теми же самыми Агиделью и Торнадо. Конечно, сменился чемпион. Впервые за долгое время ни Торнадо и ни Скиф победили. За 18 лет сменился чемпион впервые. До этого в 2000 году была команда Спартак Меркурий из Екатеринбурга. Ну и вот прекратилась эта гегемония Торнадо, ну и Скифа тоже. Вот Агидель победила в финале. Ну и мы вернемся к нашему матчу. Сейчас тотальное преимущество и игровое, и позиционное, и по счету у команды Ростхимик, и это 2-0. Да, ну хорошая была ситуация сейчас, просто уже отправить шайбу в пустые ворота, как не пыталась спасти положение далее Шамовская, но
Тем не менее, вторая шайба за 2 минуты как раз-таки до конца первого периода. Хороший задел для команды Ростхимик. И сейчас мы узнаем, кто же все-таки забил. Да, и как я люблю говорить, это качество переросло в количество. Давили они, и вторая шайба оказывается в воротах Дарьи. Конечно, она очень многое выручала сегодня, но она не всесильна. И такие шайбы тяжело, конечно, вытащить. Здесь было чистый гол. С передачи Ксении Ламейко, номер 17. Шайбу забросила Злата Слепынина, номер 98. Ага, Злата Слепынина. Ну, что интересно, комбинацию разыграли как раз-таки бывшие игроки женской хоккейной лиги. Слепынина выступала за команду Агидель, равно как и Ламейко. Может быть, оттуда эта связка вот так сейчас переросла в этот забитый гол. Действительно здорово прошла Ксения Ламейко. Ну и Слепынина уже ничего не осталось, кроме как направить шайбу в пустой угол. Уже уронила на голкипера Дарью Шамовскую. Молодая хоккеистка Злата Слепынина, 98 номер у нее на форме, соответствует ее году рождения. Ну и, конечно, женские хоккейные команды, они разновозрастные. Это можно, хорошо заметить, потому что есть, конечно, уже с большим хоккейным опытом, есть совсем молодые девчонки, но это не мешает им иметь сплоченные коллективы и показывать такой замечательный хоккей, который мы сейчас видим, особенно в исполнении команды Ростхимик. Да, ну уже последняя минута у нас, 30 секунд остается. Может быть, все-таки успеет Ростхимик еще изменить счет на табло. Неплохой бросок при входе в зону от Изиты Дюндиной. И снова сейчас попытались пас на пятак, и там вот здесь сейчас могло быть хорошее подставление, направляла хоккеистка Ростхимика, пыталась подставить клюшку и опустить шайбу в ворота. Борьба, ожесточенная борьба в хозяйстве Дарьи Шамовской. Пытаются выбросить хоккеистки Гризли, выходит шайба. Да, ну, и что у нас судя по фиксирует всему, судья? должно на самом деле уже истекать время первого периода. Почему-то не И прозвучало похоже, да, у нас не первое прозвучала удаление. сирена. Похоже, первое удаление у нас, потому что... Не-не-не, Да, я истекло. запуталась, да, Владимир, прости, пожалуйста, Да, почему-то, да, у нас какая-то техническая неполадка, и не дали нам по стадиону сирену, и судья своим свистком огласил завершение первого периода. 2-0, Ростхимик впереди. Я думаю, можно даже не уходить на паузу, потому как здесь перерывчик небольшой, буквально пара минут, и все, и сразу снова в бой. Команда сейчас вот так находится на водопое. Последние наставления передает Роман Вадимович Кузьмин для команды Ростхимик. Ну и, соответственно, Роман Владимирович Фокин для команды Гризли. Ну, нужно сказать о том, что очень скоротечный матч ночной хоккейной лиги, играется грязное время, и только если за 2 минуты до конца разница шайб не превышает 3, правильно, то последние 2 минуты играется чистое время. А так очень быстро они пролетают, и перерывы также между матчами очень маленькие, между периодами очень маленькие, по 2 минуты, заливки нет, потому что достаточно большое количество участников, и уместить всех в расписание организаторам тяжело, поэтому было принято такое решение, что между периодами заливка не проводится. Смотрим мы, как отдыхают сейчас команды. Все-таки более эмоционален наставник Гризли, и это понятно, его команда уступает. Фокин Роман пытается какие-то наставления дать своим девчонкам, может быть, взбодрить их как-то немножко. Ну и более спокойно Кузьмин Роман, как-то так он вальяжно, девчонки между собой пообщались, похихикали. Ну а он спокойно следит за ситуацией, в принципе, его все должно устраивать по раскладу этого матча. Да, ну у нас пока уже все готово, в принципе, к началу второго периода. Можно напомнить о том, как вообще команда Гризли выступала на этом фестивале. В первом матче они уступили Грозе. Как раз таки мы транслировали этот матч на арене Айсберг со счетом 2-8. Уступила команда, по-моему, там в составе Гризли тогда забивала Наталья Стус. Ну вот 2-8, потом от Града 1-6. Победили команду Спартанки, конечно, из Москвы 4-2. Ну и с Пантерами из Санкт-Петербурга сыграли 1-1. Ну и также заметим, что сейчас играется этот матч на ледовой арене Большой, где комментируют его для вас наши коллеги Максим Гречанин и Михаил Миломет.
Да, в этом турнире амазонок две команды аутсайдеров. Это «Пантеры» и «Спартанки». «Спартанки» не одержали ни одной победы. И вот о том, о чем сказал сейчас Владимир. «Пантеры» проиграли 3 матча, и одна ничья у них как раз с командой «Гризли-1». Да, в то же время замечу, что в общем, последние 2 путевки действительно «Спартанки» и «Пантеры» заполучили на этот фестиваль, а вот другие команды, те же самые «Гризли», «Град», «Гроза» и «Ростхимик» выиграли просто свои дивизионы территориальные. И И пробились на фестиваль. сейчас была атака на ворота «Гризли». Аплодисменты в адрес вратаря сейчас, кажется, раздаются. С трибуны снова щитками играет Шамовская Дарья. Очень много работы у нее в этом матче. Все время вот первыми оказывается на шайбе хоккейский Росхимика. Ну и вот сейчас из средней зоны 1 в 1 выход. Догоняют защитницы. Не дали бросить. Ну, как мне показалось, все-таки Анастасия Сузакова контролировала ситуацию. Оставалась как последний защитник сейчас в данном эпизоде. Продолжается атака «Гризли». Практически Да. мы их не видели в первом периоде. Ну и сейчас, да, оставили шайбу в зоне, продолжают атаку. Даже здесь перепас играют. Но нет, снова по-хозяйски отвоевывают шайбу хоккеистки Росхимика и выходят в атаку. Ход в зону хороший, судья разводит руки в стороны. Все в пределах правил. Ну и вот, посмотри, на самой синей линии задерживает хоккеистка. И может быть опасно наброс на ворота и добивание. Нет, Да. вратарь ложится на шайбу. Ну, уже, да, Шамовская завладела, и уже игроки Ростхимика пытались, я не знаю, любой частью тела там добить шайбу в ворота, что было бы не по правилам, конечно. Нет, ну, в принципе, такое преимущество тотальное может с Росхимиком и злую шутку сыграть. Они могут расслабиться в какой-то момент, и на каком-то, может быть, контратаке девчонки Гризли могут поймать их. Так что тут тоже расслабляться нельзя, потому что, казалось бы, да, преимущество у них игровое есть, мы это видим. Постоянно они прессингуют, постоянно в зоне Гризли проходит борьба. Ну, вот сейчас не сумели шайбу в зоне сохранить, но, опять же, средней зоны спокойно. И на скамейку Гризли шайба выскакивает. Да, по-моему, как раз таки поймала ее капитан команды Гризли Анастасия Южакова. Да, 88 номер. Очень технично она поймала эту Вратарские шайбу. навыки, Да, да? да. Бросание в центре площадки. Ну, снова Ростхимик попытается сейчас увеличить все-таки свое преимущество. 2 шайб им мало. При том, что, напомним, забивали в составе команды Ольга Шагина, открывшая счет. Ну и затем Злата Слепынина сделала счет 2-0. Итак, пытается позиционную атаку занять. Позиции расставились хорошо. Шайба останется в зоне, сохраняет ее Ростхимик. И вот как не пытаются, все равно первыми на шайбе хоккеистки Росхимика по скорости они превосходят своих соперниц. И вот такое ощущение, как будто в меньшинстве сейчас играет команда. Наброс выше ворот, шайба летит. Хороший бросок от синей линии сейчас продемонстрировала защитница Ростхимика. Караулят, и будет добивание. Там непонятная суматоха, за воротами шайба оказывается. Снова наброс на пятак, но некому было добить. И вот прямо на клюшку сейчас играет хоккеистка Гризли на клюшку своей соперницы. Ну, Да. выбросили, отбросили. Только сейчас удалось это сделать. А так хорошо Ольга Шагина проходила к воротам Дарья Шамовская, имела возможность отличиться. Но я уже говорил о том, что очень мастеровитые. Многие даже из игроков привлекались в молодежной сборной России. Например, та же самая и Ульяна Мюллер, которая выступала за «Торнадо», за «Комету» и за Денцова. И вот сейчас, посмотрите, какой момент может сейчас получиться у команды Гризли. Ну и это гол, вот то, о чем мы с тобой говорили, Владимир. Дали слабину хоккеистки Росхимика и поплатились за это. Просто совсем замерзла, наверное, стравлянчик Валентина. И вроде бы не опасный был бросок, но каким-то чудом в ворота он оказывается. И это 1-2 Гризли сокращают отставание. А я дополню, что забросил эту шайбу капитан команды Анастасия Южакова, 88 номер, вот так прорвалась, но удачу бросила. Я ведь удача улыбнулась. 2-1 стал счет. Да, действительно, на удачу, и шайба оказалась в воротах, действительно. Передачи
Такая замечательная курьезная шайба. По 2 гола на счету Стус, Южакова и Мещаниновой. Ну вот теперь уже третья шайба Южаковой. 2-1. Действительно, лучше редко да метко. Да, если мы не владеем статистикой, но если сейчас смотреть в реализацию у Гризли, то это, наверное, практически стопроцентно будет. У них там пару бросков по воротам и один из них точный. Так что реализация у них сейчас, процент реализации очень высокий будет в данном. Ну и вот так они не мытьем, так катанием могут и, может быть, даже какую-то здесь борьбу сейчас навязать. Хотя им нужно всего лишь одну шайбу, чтобы сравнять счет, а там посмотрим, это женский хоккей. Да, конечно, свои особенности. Сейчас Дюдина проходит с шайбой. Выкладывала на пятачок шайбу, но успели хоккеистки команды Гризли исправить ситуацию. Еще один проход к воротам. Опасно. На сей раз Анастасия Сузакова прорывалась. Метила в угол. Да, и даже на комментаторской позиции слышно голос тренера команды Гризли, который кричит: «Не давай добивать!» Но это действительно так, потому что там сейчас несколько добиваний было, но Шамовская Дарья отлично стоит и хороший матч показывает, по крайней мере, по истечении 1,5 периодов. Да, ну снова возвращается к привычной для себя игре. В этом матче Ростхимик доминирует. Еще одна попытка из-за ворот сейчас добить. Вы посмотрите, как великолепно Дарья успела вернуться, но здесь, конечно, уже тяжело ей было что-то изменить. Шайба заскакивает в ворота, празднует третью шайбу Ростхимик. Ну и сейчас очень жаль, конечно, Владимир, что у нас здесь нет повторов в Ледовом дворце Айсберг. Было бы интересно посмотреть, да, этот повтор, каким образом шайба оказалась в воротах. Там с нашей комментаторской позиции закрывали игроки. Я вот тоже затрудняюсь сказать, кто же все-таки отправил шайбу в ворота. Но сейчас, судя по всему, Жакова будет спорить, считая, что, может быть, коньком забросили. Вот сейчас мы хорошо это видим по жестикуляции. Южакова отстаивает интерес своей команды. Ну или конек, или помеха вратарю, может быть, потому что там такое скопление было девчонок на пятачке у Шамовской Дарьи, поэтому, да, но судья не преклонен. Да, сразу указал на центр в любом Да. случае. Таким образом 3-1, и должны мы узнать все-таки, кто же стал автором гола. Да, сейчас именно это диктору по стадиону говорит судья, показывает он на центр. Никакие разговоры тут не помогут, и даже какое бы женское обаяние не включила капитан команды Гризли, судья не преклонен. Согласись, Владимир? Да, наверняка такое секретное оружие. Хотя, кстати, арбитры женской кинолиги тоже у нас принимают участие не только в этом матче. Вот, например, в составе Гризли 91 номер Юлия Лавелина, один из лучших ассистентов команды. Ранее выступала за команду Бирюса и СКСО. Ну и вот арбитр женской кинолиги в составе Гризли. А также... задержку игры команда Гризли-1 наказывается малым скамеечным штрафом. Любопытно. Да. Любопытное решение арбитра, умышленная задержка игры. И вот поехал отбывать штраф игрок команды 33 номер Наталья Друнова. Да, и у нас очень суровые мужчины. Судьи сейчас работают на этом матче, потому что помимо того, что никак они не разрешили спорить по поводу заброшенной шайбы, так еще и за эти разговоры была удалена сейчас игрок команды Гризли, и они будут в меньшинстве. Да, 3-1 к середине матча. Ну, рассказал я о Юлии Лавелиной. И, конечно, тоже надо пару слов. Это Дарья Абросимова, тоже судья, главный арбитр, причем один из главных арбитров женской кинолиги. Лавелина все-таки линейный. Так вот, выступает за команду «Град», ну, и имеет шанс, конечно, стать чемпионом в этом году. В 7 часов, напомним, будет этот матч, 19:00, между командами «Град» и «Гроза». Просто классика любительского женского хоккея. Противостояние двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Ну и сейчас получилось выбросить шайбу и поменяться у Гризли, потому что остается еще минута удаления. Не особо форсируют события хоккеистки Ростхимика. У них достаточно хорошее преимущество по счету, поэтому им нужно четко занять позицию и попытаться реализовать это большинство. Это, кстати, первое?
Да, первое удаление в сегодняшнем Да, первое. матче. Ну, я предупреждал немножко то, что Дмитрий Аникин и Денис Беляков. И да, 4-1. Это было 4-1, это было красиво, это было хорошо разыграно. И заслуженно хоккеистский рост Химика увеличивают свой отрыв в этом матче. Действительно хорошая комбинация. Если не ошибаюсь, именно игрок в красных крагах отправлял шайбу в ворота. Екатерина Спасенко, 29 номер. Ну, если это так, то для нее это 4-й гол. Конечно, до Мамоновой сложно дотянуться. До Кристины Мамоновой, которая забросила уже 7 шайб. Ну, вот также 3 гола у Мюллер, по 2 гола у Дюндиной и Теплыгиной. С передачи Анастасии Сузаковой, номер 12. Шайбу забросила Екатерина Спасенко, номер 29. Команда «Гризли-1» играет в полном составе. Да, Екатерина Спасенко является автором 4-й шайбы Ростхимика. И сейчас мы смотрим снова продолжение борьбы. Из средней зоны Ростхимик снова закатывается к воротам Дарьи Шамовской. Я вот, кстати, сейчас поймался на мысли, что, по-моему, так и не произнесли, кто забил 3-ю шайбу команды Ростхимик за вот этой вот задержкой игры и последующим удалением. Ну, во всяком случае, протокол попадет, так что... Да, Владимир, да. Уйдет. Видимо, судья был так обескуражен теми претензиями, которые ему предъявлял капитан Гризли, что забыл он объявить, кто был автором 3-й шайбы, но не забыл за это удалить игрока Гризли. Да, а я хочу еще заметить то, что ничего себе, у нас сейчас оживилась поддержка, и, судя по всему, именно из Новосибирска. Болельщики команды Гризли тут рвут на себе, я не знаю, рубаху и орут во всю Ивановскую. Да, очень колоритный мужчина подошел на наш матч. Этого не хватало нам. И с противоположной трибуны прекрасно его слышно. Видимо, может быть, с какого-то мужского матча будут сейчас подходить у нас болельщики. Но, вы знаете, он такие прямо замечания четкие по ходу игры дает. Ну, пытается, видимо, дуделкой загрузить. Ну, если кто-то следит за футболом, подобный колоритный болельщик у команды Мордовия, которая тоже рвет на себя рубаху и так орет: Мордва, великая, великая. Ну, здесь что-то в этом духе, да, потому что хочется девчонок поддержать. Не очень у них складывается этот матч, проигрывают много, и пока по игре вот и действительно какие-то вот точечные локальные выходы, атаки, которые они могли организовать. Вот одна из них завершилась заброшенной шайбой, а так пока ничего серьезного они создать у ворот островлянчик Валентины не могут, поэтому Валентина там скучает, стоит. Ну, уже один раз заскучала, так что Ну, да, пропустила довольно простой бросок. Тут даже вне зависимости, не знаю, от того, мужской хоккей, женский там или детский, с середины площадки, там чуть не при входе в зону, конечно, такие броски пропускать нельзя было. Хорошо, если воспряла духом, как бы, и не раскисла после этой пропущенной шайбы. Еще один момент у команды Ростхимик. Бросал поворотом Злата Слепынина. Одного гола ей мало, пыталась сделать дубль. И неплохо сейчас борьба у борта там происходит. Но вы посмотрите, все единоборства Росхимик выигрывает. Все и шайбу сохраняют в зоне. И что, даже выбросить не получается у Гризли их. Ну, наконец-то сейчас шайба выброшена. Но снова первыми на шайбе оказываются хоккеистки Ростхимика. Ну, какое-то уже прямо тотальное преимущество здесь идет. И девчонкам тяжеловато, конечно, из Новосибирской области приходится. Может быть, действительно, к третьему периоду еще больше болельщиков подойдут и как-то воспрянут они духом. Пока здесь ничего не получается. И снова опасно у ворот Дарьи Шамовская. Но она на месте, молодец, фиксирует шайбу. Ух ты, у нас небольшая Выручает потасовка кого? даже. Это потасовка. И потасовка в женском хоккее. Это что-то удивительное. Ну, не знаю, в женской хоккейной лиге все-таки такое бывает частенько. И даже за сборную России многие болельщики видели, как там Нина Пирогова против сборной Чехии там по полной там чешек отделала, конечно. Но есть сейчас удаление, причем обоюдное, конечно, за вот этот взрыв эмоций. У команды Гризли удаляется 68-й номер Марина Кочурина. Ну и, соответственно, у Ростхимика сейчас все-таки видим, кто же там наказан. Да, мы уже говорили с Владимиром о том, что достаточно тяжело нам рассматривать номера на свитерах хоккейных у команды Ростхимик. У них такая своеобразная пятнистая расцветка, что затрудняет нам это со своих комментаторских позиций мгновенно определять номера игроков.
Ну, пока комментатор молчит по стадиону, у него более точная информация, потому что судья передает ее сразу ему, какой игрок удален, а также ассистентов и исполнителей заброшенных шайб. Поэтому мы сейчас полагаемся на него. Но Время оштрафованных игроков берется по контрольному секундомеру. Да, другой мы, конечно, новости ждали от судьи-информатора, но, тем не менее, спасибо. Ну, во всяком случае, команда действует в формате 4-4. да, сейчас больше пространства на площадке, и это даже на руку, наверное, Гризли, на руку команды Гризли. Они как-то спокойно сейчас выбросили шайбу, сменились. Ну, а Ростхимик продолжает атаковать, продолжает разгонять атаку из своей зоны. Малым штрафом наказана Марина Кочурина, номер 68. Команда Гризли-1. За грубость малым штрафом наказана Кристина Мамонова, номер 3. Команда Ростхимик. Да, ну что ж, Кристина Мамонова, лучший бомбардир и снайпер команды Ростхимик, сейчас так ответила за свою команду. Против Марины Кочуриной оказалось. Ну вот обоюдный штраф. В общем-то, ничего такого серьезного не было, но, тем не менее, довольно спокойный характер сегодняшнего матча, поэтому это уже что-то. Ну и сейчас фиксировала шайбу островлянчик Валентина. И, на этот раз она не совершила такой роковой ошибки. Четко поймала шайбу в ловушку. И вбрасывание было у ее ворот. Одно из немногих в сегодняшнем матче. Вот, ну и немножко сейчас, да, в формате 4-4, действительно. Ну и вот и закончился формат 4-4, и выход, и прямо во вратаря. Ну, как говорят, когда шайба попадает в вратаря, значит, он принимает правильную позицию. Да, ну и здорово, конечно, Мамонова сразу выскочила со скамейки и сразу же в момент оторвалась, так, может быть, в стиле даже Максима Афиногенова на скорости, когда тут выскакивал 1 на 1. Опасно. Да, разозлилась Кристина, хотела она сейчас реализовать свой момент. Хороший был выход, но Дарья Шамовская не позволила ей это сделать. Ну и смотрим за продолжением борьбы. Сейчас 2 в 1 может получиться выход, но нет, здесь снова под контроль взяли шайбу. Слепынина с шайбой. Да, Ростхимика. Обращаем внимание, что 3 минуты осталось до конца второго периода. Счет 4-1. Ростхимик довольно уверенно ведет, но, тем не менее, ждем интересного и третьего периода. Ждем, что будет еще больше заброшенных шайб. Может быть, действительно, у Гризли удастся вернуться в игру, зацепить за результат. Тем более, что удача ему уже однажды улыбнулась при голе Анастасии Ужаковой. Да, Владимир, посмотрим, что же смогут показать девчонки в третьем периоде. Может быть, тренер Гризли сможет найти какие-то слова для своих подопечных. Ну а сейчас, да, даже нам показалось, что сирена прозвучала, но нет, это болельщики поддерживают свои команды. Давай-давай, гонят они вперед. Только непонятно, нет у нас там никаких ни баннеров, ни опознавательных знаков. Кто же, где, чьи болельщики, как-то все в одном секторе они сидят. Ну и снова выходит, посмотрите, какую хорошую позицию. Бросок и на месте Дарья Шамовская. Хороший сейчас бросок совершала хоккеистка Росхимика. Владимир, удалось тебе разглядеть номер? Да, по-моему, это была Екатерина Брага, 7-й номер. Отметилась броском. Шагина до этого забивала, сейчас тоже присаживается на скамейку. 2 минуты остается до конца второго периода. Продолжает наседать команда Ростхимик. И прямо на точке вбрасывания сейчас немножко такая была борьба за шайбу. Она никак не хотела обрести своего хозяина в этой точке, но все-таки разобрались девчонки там. Вдоль борта сейчас переправляют шайбу хоккеистки Гризли. Пытались выбросить ее из зоны, но здесь им, наверное, через все время приходится это делать, чтобы выйти в среднюю зону. Но вот сейчас, может, нет, не получается, это было не точно. Очень сильный был бросок, и не смогла его не дотянуться за ним, не догнать его 10-й номер Гризли Кочнева Ольга. И, ну, смотрите, все-таки остается шайба в зоне Ростхимика, но ненадолго. Да, Трунова выцарапала, но действительно сразу же контратака опасная в исполнении команды Ростхимик. По-моему, снова Мамонова протащила шайбу. Да, сама протащила, оттянула на себя практически всех игроков. И тут опасно около ворот, шайба вверх взмывает, но нет. Если чуть повезло, может быть, я не знаю, там по теннисному, по бейсбольному направить шайбу в ворота. Все же играли, не знаю, в бадминтон.
Да, здесь можно было, ну да, здесь нельзя, как у нас, высоко поднятая клюшка, или в ночной хоккейной лиге можно, если выше плеча клюшка находилась, Нет, ну забивать. не выше, или не здесь- выше ворот, во всяком Да, случае. ну не выше ворот. Да, и снова, посмотрите, два защитника прямо пытаются в ноги сыграть, остановить проход, но Ростхимик прекрасно себя чувствует в чужой зоне. Шайбу требуют от них болельщики, и, может быть, даже сейчас за 20 секунд, или, да, нет, уже 7 секунд у нас остается до конца второго периода. Выходит шайба в среднюю зону. И Да, звучит сирена на перерыв. Ну что ж, действительно, у нас остается еще третий период матч между командами Ростхимик и Гризли. Ростхимик из Нижегородской области, Гризли из Новосибирска. Ну, стоит опять же сказать то, что Ростхимик для них это дебютный фестиваль в Сочи. Опять же, ну, назревала серьезная любительская хоккейная команда. В Нижнем Новгороде все-таки там, опять же, Скиф своими традициями давит. Поэтому не стоит удивляться, что Ростхимик сейчас всячески претендует. да, это, можно сказать, вполне удавшимся дебютом. Как мы уже с тобой говорили, ворвались они в эту грозную тройку на букву «Г». И Ростхимик сейчас показывает отличный хоккей и в этом матче, и на протяжении всего фестиваля. Как мы уже говорили, всего одно поражение у них от Града-1. Ну и все дело идет к тому, что так и будет у них 4 победы и одно поражение. Но, может быть, сейчас чудо произойдет на площадке и найдет какие-то слова Фокин Роман для своих подопечных, чтобы как-то взбодрить девчонок. Обсуждают они там что-то активно на своей скамейке. Ну и сирена возвещает о начале третьего периода. Да, я, кстати, расскажу еще есть один козырь у команды Ростхимик. За них выступает ни много ни мало самая красивая хоккеистка России 2017 года. Это Светлана Михалева. 94-й номер. Проводился специальный конкурс вместе с женской хоккейной лигой и сообществом «Ядерный хоккей», где все пользователи соцсети ВКонтакте голосовали за хоккеисток. Ранее в прошлом году заняла первое место игрок «Торнадо» Анастасия Легкодух. И вот теперь Светлана Михалева, имея такое звание, выступает на нашем турнире. Так что это тоже сам все любопытно. Ну, я просто восхищена познаниями Владимира в женском хоккее. Ну, а как настоящий мужчина, как он мог упустить из своего вида такой конкурс, как на самую красивую хоккеистку России? Голосовали, репостили, конечно, и в социальных сетях «Торнадо» тоже в том числе. Ну, это очень прекрасно, конечно. Среди мужчин вряд ли можно себе такой конкурс представить. Если только женщина будет его организатором. Ну, Согласись, Татьяна. Да. Кстати, у женщин есть свои фавориты, которым они, как говорится, назначил себе фаворита. И вот лично у меня есть такой, например, хоккеист сборной России, не буду называть его имя, в каких бы командах он ни выступал, для меня он однозначный фаворит, очень импозантный мужчина. Ой, прямо интрига на самом деле. Хотя я множество раз слышал то, что Никитой Филатовым восхищаются, но, наверное, не угадал, да? Нет, не угадал мой кумир Сергей Мазякин. Мазякин, это, конечно, это еще забивная машина. Да. Ну, немножко мы отвлеклись с тобой от этого матча, смотрим, что у нас происходит на площадке. Ну, а пока картина все та же. Мы видим, да, Ростхимик у ворот Шамовской Дарьи. Пытается Юлия Лавельна вывести шайбу подальше от своих ворот. Но Ростхимик продолжает атаковать. Сейчас, по-моему, даже какие-то женские голоса. Да. Понимаешь, я догадываюсь, просто игроки команд Град и Гроза, которые Ой, после этого прощай, начнут сейчас, матч. смотри, выход 1-0, и что? Что это будет? Будет ли вторая шайба? Нет, Ах, нет, прямо... Ежакова уже один раз отличилась, и сейчас более даже реальная возможность была для Да. этого. Ну, очень простой, согласись, у нее какой-то выбор броска прямо по центру вратаря. Может быть, она низом по щиткам хотела опустить эту шайбу, не стала вверх поднимать, но, видимо, не угадала она Надеялась, с этим что и так исполнением. залетит. Да. Как это было в первый раз, но здесь это не прошло, и на месте была островлянчик Валентина, справляется она с этим выходом. Ну, фактически булит сейчас мы увидели в исполнении, да? Ну и справилась островлянчик. Действительно, воспитанница хабаровского хоккея, равно как и Анна Пругова. Даже было время, когда они вместе с Анной Пруговой составляли вратарскую бригаду в команде «Торнадо» Московская область. Вот обе воспитанницы и уроженки Хабаровска.
Ну вот, уроженки Хабаровска сейчас играют за Нижегородскую область. Вот как, да, из каких различных по крупинкам регионов складываются женские команды в России, и в том числе и в любительском хоккее. Ну и прекрасно, что все-таки на таком замечательном событии, как фестиваль ночной хоккейной лиги, есть дивизион Амазонки. И вот сейчас, смотрите, выход 1-0 тоже, можно сказать, был, но хорошо действует сейчас Шамовская Дарья. Да, момент возник у... Сейчас мы все-таки увидим номер. Кто же это был в синем шлеме у команды Ростхимик в белой краге. Да, сейчас Шамовская Дарья выкатилась из ворот, уменьшила обзор, конечно, на нападающему и тем самым максимально закрыла пространство в воротах. И здесь не получилось ничего у нападающего Ростхимика. Ну а, кстати, как правильно вот говорить, нападающего или нападающий? Нападающего. Нападающего, да, то Защитника. есть защитника, нападающего. Вот этот вопрос я хотела задать перед комментарием, но не успела это сделать. Да, но я все-таки дополню этот момент. Лариса Теплыгина выходила к воротам. Самый, наверное, титулованный игрок в составе команды Ростхимик. Ну и вот сейчас ошибку сошла просто шайба с крюка хоккеистки Ростхимика, и был там перехват в исполнении нападающей Гризли, но ни к чему он не привел, никто поддержать ее не смог, к сожалению, в этом. Ну и вот сейчас просит активно, очень просит передачу и получает ее в средней зоне. Роняют Ольгу Шагину, Да, но без Ольга нарушения Шагина. правил. И она вот так сейчас отвечала немножко Раисе Радиной, тоже еще одному 11-му номеру. Да, говорили о том, что женские отрасли сейчас на нашем матче с трибуны, это, скорее всего, уже прибыли просто на игру хоккеистки Грозы и Града, которые должны играть после них, и наверняка сейчас смотрят, тоже наблюдают за этим матчем с интересом. Да, и тем более уже здесь личных встреч не будут между этими командами, никаких игр плей-офф нет, так что со всеми уже игры сыграны, и можно спокойно понаблюдать за своими соперницами, которых Град всех обыграл. Мамонова с шайбы здорово уходит от Южаковой, самостоятельно может хоть всю вращатку сейчас в стиле Грецки пройти, ничего себе. И через пятак посмотри, как было опасно сейчас, там просто немножко не хватило расположившейся на пятачке хоккеистки команды Ростхимик. Ну и снова в игре у нас Шамовская Дарья. Да, бросала еще раз Теплыгина, был небольшой рикошет от конька, конька Мамоновой, хотя абсолютно неумышленный, но вот едва шайба не скачала в ворота. 15 минут остается до конца матча, снова звучат у нас дудки. Ну да, поддержали эти дудки зажигательную музыку, которая во время остановки включается у нас здесь, в Ледовом дворце спорта «Айсберг». Ну, вообще, самый красивый, я считаю, на мой вкус, этот дворец в Олимпийском парке. И... Даже лучше, чем большой? Да, мне кажется, даже лучше. Он как-то уютнее, чем большой, и для женского хоккея в самый раз. Но, с другой стороны, опять же, вроде бы такая небольшая арена у команды «Торнадо», Ледовый дворец спорта Дмитров, там буквально, там, ну сколько там, 1500-2, по-моему, тысячи вмещает он, по-моему, 2000. И суть в том, что все равно наполнялась эта арена, когда проводились в январе матчи чемпионата мира. Молодежного чемпионата мира среди женских команд, и даже эта поддержка помогла россиянкам впервые обыграть канадок со счетом 3-2, конечно, это было фантастика. Да, это была выдающаяся победа, конечно, и Канада-Россия, противостояние мужское, к которому мы всегда привыкли и всегда с трепетом его ждем. Но женщины, когда показали такой результат, это было сверхнеожиданностью. Конечно, девчонки молодцы, нам есть кем гордиться. И в следующем матче 3-5 было с американками. Ну и опять же, 4-е место, да, немножко досадно. 4-е на Олимпиаде, но опять же, это рекордное было место во время истории Олимпиад вообще для женской сборной России. Так что действительно порыв. И я бы еще отметил, так немножко дополняя историческую справку, то, что эпохальный был год 2015 для всего российского женского хоккея, хоть даже любительского, профессионального. Были созданы женская хоккейная лига, женская НХЛ, National Women Hockey League, за которую выступала также Людмила Белякова, в частности. Ну и, соответственно, Лига женского хоккея, в которой выступают эти команды: Ростхимик, Гризли, Град, Гроза и многие прочие другие, также были созданы в 2015 году. Ну и, в общем-то, сам вот этот дивизион Амазонки немножко раньше стартовал на фестивале в Сочи. И самый первый розыгрыш выиграла команда Айсулу из Казахстана.
Сейчас, правда, их не позвали, но нет у нас международных команд сейчас на турнире. Хотя, если бы такая возможность была, наверняка Айсулу бы прислали очень интересную команду. Да, конечно, и в продолжение этой темы национальной сборной России удалось мне, когда Олимпиада проходила у нас здесь, в Сочи, поприсутствовать на матче сборной России женской и сборной Германии. Девчонки уступали по ходу матча, но смогли выровнять и победить. Это я не могу даже передать, что творилось в Дворце спорта Большом. Это было сумасшествие, просто представь, все трибуны болели, крыша поднималась, но, к сожалению, потом по турниру не получилось. У них сейчас опасно у ворот Дарьи Шамовской, но нет, она спасает свою команду в очередной раз. Щитками играет Дарья. Здорово, активно снова играла Злата Слепынина. Да, на ее счету уже есть заброшенная шайба в этом матче. И снова продолжают набирать девчонки очки. Я не знаю, Владимир, подразумевается ли в дивизионе Амазонки награждение лучших снайперов, бомбардиров, ну, в личных номинациях как-то будут отмечать хоккеисток? В прошлом году я знаю, что, по крайней мере, в Лиге Надежды лучших хоккеистов отмечали такими символическими статуэтками, кстати, очень красивыми. Эта церемония проходила в последний день фестиваля в Дворце Большом, но не на самой арене, а в этих помещениях, которые перед входом в арену. Там, правда, такая была импровизированная зона, оформлена ночной хоккейной лиги, и Александр Сергеевич Якушев и руководство ночной хоккейной лиги раздавали призы вот лучшим бомбардирам, нападающим. Ну, я уверен, что все продумано. Опять же, в прошлом году Ольга Пермякова из команды «Град» сумела заполучить. И сейчас заваруха, посмотрите, у ворот Шамовская Дарья. Пытались затолкать уже с мясом, я не знаю, Да. эту шайбу в ворота сейчас хоккеистки команды «Ростхимик». Мало им 4-1, пытаются сделать отрыв еще больше, хотя у нас осталось всего, может быть, минут 10 до конца матча. Да, несмотря на такое преимущество, не хотят девчонки Ростхимика, потому что они понимают, если в следующем матче случится, ну как сказать, такой сюрприз и сможет Гроза обыграть Град, то там разница забитых пропущенных может играть какую-то роль. В первую наверное, очередь да. это личные встречи, конечно, но там, да, может дойти и до разницы шайб. Ну да, В конце ой, и концов, сейчас, ух ты, посмотрите, у нас столкновение двух хоккеисток Ростхимика друг с другом. Девчонки не разобрались, и достаточно болезненное оно получилось, и обе они отправляются Да. на скамейку меняться Екатерина как-то. Лукьянчук там пострадала. Судя по всему, сейчас как раз таки представитель медицинского корпуса ей поможет. Столкнулась она как раз таки с Светланой Михалевой. Ну, бывает такое. Да, девчонки как-то не досмотрели и друг друга врезались. Это было не очень, конечно, так наблюдать приятно, потому что достаточно болезненно, мне кажется, ударились они. Даже курьезным не назовешь. Да, да, так что курьезным не назовешь, потому что достаточно неприятное было столкновение. Ну, как-то немножко сейчас подуспокоилась игра, мне кажется. Пока обменялись пятерки, сменились, новый состав вышел. Как-то из средней зоны пытается. Ну, смотрите, вот, да, да. Ведет шайбу на правах самого титулованного игрока. В Да, составе ждала команды она, «Ростхимик». да, ждала лучшего момента, кому же выдать, положить на клюшку эту передачу. Она получилась, но в среднюю зону смогли хоккеистки Гризли вывести игру. Ну, снова опять первый на шайбе Ростхимик. Спокойно они контролируют шайбу, как и весь ход этого матча. Теперь Ну, уже Алена Нурмухаметова пошла в атаку. Да, ну раз уж я говорил о Ларисе Теплыгиной, конечно, стоит сказать, что в составе команды Ну «Град» и смотри, как сейчас было, это просто было великолепно. Да, опасно. Одна прошла сквозь всех защитниц и даже бросила поворотом, но не попала в створ. Нападающая команда Ростхимик. И сейчас шайбу требует, видимо, от Ростхимика, раз они находятся в зоне атаки, болельщики. Нужен гол, да, этот колоритный персонаж, о котором мы с тобой уже упоминали. Нужен гол, да, ну пятый, наверное, хотят красивый. Ненасытный, да? Да, ненасытный, 4-1 преимущество, а сейчас опасно через пятак, и хотели там, наверное, обманным движением эту шайбу отправить в ворота, но Да, не получилось, и сейчас, сейчас... как бы там нарушения правил не было, сейчас попало. Ну, поднята рука арбитра, да, будет удаление.
Марина Кочурина снова отправится на своих штрафников против Елены Соболевой. Жестко действовала. Ну, это второе удаление в нашем матче. Если первое было у нас... нет, это третье удаление. У нас еще было обоюдное удаление. Там девчонки немножко толкались и Как раз за и это Кочурина удалили. тогда Да. отправилась на скамейку штрафников. Ну и самое первое, да, помним, что Наталья Трунова отбывала штраф, когда после пропущенной шайбы затянули время хоккеистки. Гризли оспаривали решение судьи. Ну и сейчас хороший шанс у команды Ростхимик выполнить просьбу своих болельщиков и забить еще одну шайбу в ворота команды Гризли-1. Не владеющего шайбой, малым штрафом Вновь Теплыгина наказана через пас. Марина Кочурина, номер 68. Команда Гризли-1. У нас уже персональный болельщик появился у Шамовской Дарьи. Импозантный мужчина в красной кепке и толстовке. Персонально за нее болеет. И каждый ее отраженный бросок или зафиксированная шайба, он приветствует ее бурными аплодисментами. Насколько бурными они могут быть от одного человека? Интересное наблюдение. Все-таки на, скажем так, профессиональном мужском хоккее такое замечается нечасто. Ну, дело в том, что этот болельщик один сидит прямо непосредственно под нашей комментаторской позицией. И мне очень легко за ним наблюдать, как он отмечает игру вратарей. И снова удаление. Посмотрите, у нас 6 минут до окончания третьего периода и удаление за удалением. Я правильно поняла, что это удаление? Да, и 5-3. В конец периода еще и Южакова теперь получает 2 минуты штрафа. Перешли на грубость. При этом, что интересно, в составе Ростхимика играет Ольга Петухова. Выступая за СКСО еще 2 сезона назад, она даже имела звание самого, скажем так, лидера по штрафным минутам в сезоне. Нет, у нас не будет 5-3, потому что это обоюдное удаление. Светлана Михалева отправляется на скамейку штрафников также вместе с Анастасией Южаковой. Да, все-таки вскипели у нас страсти под конец матча за 6 минут до конца. Минута, конечно, большинства будет у команды Ростхимик еще после штрафа для Кочуриной. Ну вот и девчонки разыгрались, а мы говорили о том, что это прекрасно, это нежно. Ну да, нежно, нежно это я загнула, конечно. Ну вот сейчас действительно к концу матча. Девиз женской кинолиги, опять же, красивая лига. То есть там про, Да. про нежность или там про дисциплинированность ничего не говорится. Главное, что красиво. И 5-я шайба И в воротах. 5-я шайба в воротах. И что же, судя по всему, бросок Ольги Петуховой Малым штрафом наказана Светлана Михалева, номер отправился 94. в ворота. Ну, я не знаю, мне кажется, все-таки был какой-то рикошет, но возможно, что именно на Петухову запишут этот гол. 66-й номер команды Ростхимик. Ну и счет становится 5-1 за 5 минут до завершения нашего сегодняшнего матча. Продолжают отбывать дисциплинарное наказание хоккеистки обеих команд. Сейчас в формате 5 на 5 встреча продолжится. Да, ну как сам поведал судья информатор, дисциплинарный штраф. То есть даже не дисциплинарный штраф, не спортивное поведение. Кристины Мамоновой, номер 3. Шайбу забросила Ольга Петухова. А вот это любопытно, потому что на Петухову ассистировала Кристина Мамонова, лучший пока бомбардир, и явно не лишние очки. И даже имеет сейчас команда Ростхимик возможность, может быть, добиться крупной победы. Все-таки в хоккее от 5 шайб считается крупная победа, не как в футболе, Ну где да. от 3. Да, все-таки я думаю, что здесь мало шансов у Гризли что-то еще показать, потому что все время игра в их зоне происходит. Для того, чтобы попытаться как-то увеличить хотя бы количество заброшенных шайб в ворота соперника, надо попытаться в зону соперника переместиться, а это у Гризли-1 пока не получается, и здесь просто сейчас позиционную атаку пытается разыграть команда Ростхимика. Ну и снова. Первой на шайбе могло быть сейчас опасно, но клюшка подставлена. Ну Да, и... пыталась Шагина замкнуть эту передачу. Все-таки выбросили шайбу подальше. Хоккеистки Гризли. Будет Ростхимик начинать новую атаку. Порыв по флангу от 17-го номера Ксении Ламейко.
бывший игрок Агидели, напомним, 2 сезона назад выступала за них на уровне женской хоккейной лиги. Ну, кстати, бывают и обратные примеры среди тех игроков, кто выступает в лиге женского хоккея. Некоторые потом подписывают профессиональные контракты с командами женской хоккейной лиги. Та же Евгения Калинюк вспоминается, и Ольга Семенец, которая очень укрепила команду СКИФ по ходу этого сезона. Кстати, была на прошлом фестивале в городе Сочи Ольга Семенец, выступая за одну из команд, по-моему, Зухты. Ну и сейчас, смотрите, снова полный контроль шайбы от команды Ростхимика мы видим на площадке. От одного борта к другому девчонки разыгрывают. Ну вот сейчас и закрывают зону. Закрывает зону, шайба остается не... И вот только сейчас выходит в среднюю зону. Наталескус перехватила, Да. ну что же, может быть, Одна в против одиночку? троих, прямо в такой треугольничек ее зажали. Ничего не дали сделать. А она, смотрите, отвоевала шайбу и даже сейчас успела партнерше своей по команде сделать, но не получилось. Забыла бросить. И смотрите, просто как ходом обыгрывает. И 1-1 выходит и забивает шестую шайбу за команду Ростхимик. И это была... Кристина Мамонова, 3-й номер. Все-таки не ушла она сегодня без забитого гола. Укрепляет свое лидерство в споре снайперов, бомбардиров. Посмотрим, может быть, действительно именно этим будет руководствоваться команда «Град», чтобы, может быть, позволить той же Ольге Пермяковой выскочить на первое место, либо еще кому-либо. Но 6-1. Да, очень приятно наблюдать в таблице личного первенства хоккеисток, что все-таки первое место занимает хоккеистка не команды, которая является лидером, а хоккеистки Ростхимика. Шайбу забросила Кристина Мамонова, номер 3. И стоит отметить скоростные качества Кристины. Она просто защитника как будто стоячего обошла, сама прошла и сама бросила. Великолепный проход был в ее исполнении. Сейчас снова опасно у ворот Шамовской Дарьи, но Дарья смогла зафиксировать эту шайбу. Школа СКИФа тоже не проходит даром. Действительно, на протяжении последних лет становится лучше, и постоянно спорят тоже с Московской области, как это, в общем, мы видим и в рамках чемпионатов России и женской хоккейной лиги. Все время Московская область и Нижегородская спорят за первенство. Ну и у нас остается чуть больше минуты до окончания этого матча. Как мы уже говорили, здесь грязное время, так как преимущество очень большое у одной из команд. И несмотря на остановки, игры, свистки, фиксирование шайбы, секунды неумолимо продолжают тикать. Неумолимо в данном случае для команды «Град-1». Ну и приближают они победу Ростхимика. Да, последняя минута уже пошла. И тем не менее в атаке Ростхимик. Будет ли 7-й гол? Вот в чем вопрос. И сейчас даже небольшой рикошет перед воротами. Шайба отлетает в сторону. Зону закрыли. Еще есть время на атаку. Ну и может быть даже атака сейчас получится у Гризли-1. Ну и снова мы уже привычная картина для нас. Одна хоккеистка Гризли-1 и трое ее окружают хоккеисток. Две защитницы успевают, потому что они там караулят синюю линию. Помешала и Ульяна нападающие. Мюллер Анастасии Южаковой сделать дубль в сегодняшнем матче. Ну вот, рукой в средней зоне останавливает 25-й номер команды Гризли-1. Шмелева Елизавета шайбу в средней зоне. И сейчас было, посмотри, какой сильный бросок был, но в сторону не попадает. Ну и это завершение матча. Да, со счетом 6-1 празднует успех команды Ростхимик. Команда из Нижнего Новгорода, скажем так, претендует на медали. Если, конечно, каких-то сюрпризов не случится в матче команды «Град», то вполне возможно, что завоюет второе место. Ну а Гризли таким образом остается на 4-й строчке. Благодарим команды, конечно, и за весь фестиваль их благодарим, за все 5 матчей, что они провели на нашем фестивале в Сочи. Ну а вместе с нами комментировали эту игру Татьяна Карпова и Владимир Животников. Всем Спасибо до будущих большое. встреч. До свидания.